Добрый день, уважаемые коллеги, учителя музыки. В своем выступлении я бы хотела осветить основные направления реализации этнокультурного компонента, которые определяются нормативными документами. Это позволит нам в дальнейшей работе вебинара определить, насколько теория реализуется в практике организации музыкально-образовательного процесса в школах Республики Коми. Реализация этнокультурного компонента в пространстве школьного образования на сегодня регламентируется основными нормативными документами. Первый документ – федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования. В данном нормативном документе определен учет и варианты реализации этнокультурной составляющей. Кроме того, существует еще один нормативный документ, который отражает и раскрывает федеральный государственный образовательный стандарт школьного образования в контексте реализации этнокультурной составляющей. Это концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 год. Она принята в 2015 году Министерством образования Республики Коми. В концепции обозначены проблемы, существующие в сфере этнокультурного образования в Республике Коми, определены возможные пути их решения и описаны условия развития этнокультурного образования как целостной системы. Также в концепции определено понятие этнокультурного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт и концепция этнокультурного образования Республики Коми – эти два нормативных документа, которые являются основополагающими для учителя музыки при реализации этнокультурного образования. Обратимся к этим документам. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования в пункте 1.3 и 1.4 определена значимость реализации этнокультурного образования школьников. На слайде вы видите выписку из Федерального государственного образовательного стандарта. В требованиях к личностным предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования освещается реализация этнокультурного компонента. На слайде представлена выписка личностных результатов Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования и предметных результатов, которых отражается направленность на реализацию этнокультурной составляющей. Выделение этнокультурного компонента в требованиях к личностным и предметным результатам определяет его значимость в реализации федерального государственного образовательного стандарта. Обратимся к концепции этнокультурного образования Республики Коми. Как указано в концепции, в системе общего образования Республики Коми сложились следующие модели этнокультурного образования. Это монопредметное, комплексная и развивающая. Учителей монопредметная модель касается преподавания таких предметов, как коми-язык и литература. Учителей музыки больше заинтересует рассмотрение комплексной и развивающей модели. Комплексная модель может быть реализована через ее разновидности – диспрессную, модульную, интегративную. Дисперсная подразумевает введение дидактических единиц, отражающих своеобразие этнической культуры коми-народа в диалоге с русской и иными культурами, в содержании учебных предметов и курсов. Анализ работы с учителями музыки в контексте организации практик студентов специальности музыкальное образование показывает успешную реализацию этнокультурного компонента через организацию содержания урока музыки с использованием дисперсной модели. Знакомство с коми-музыкальной культурой рассредотачивается на все года обучения следующим образом. Раскрытие отдельных тем уроков с 1 по 8 класс по предмету музыка происходит одновременно как на произведениях русских и зарубежных композиторов, так и на коми-композиторской и народной музыке.
Это отражено в рабочих программах учителей. Следующая разновидность комплексной модели – модульная. Предполагает включение в учебные предметы специальных тем модулей, отражающих своеобразие этнической культуры коми-народа в диалоге с русской и иными культурами. В школах города Сыктывкара эта модель также активно внедряется в практику работы учителей музыки. Например, в 4 классе в течение 1/4 изучается музыка коми-народа и композиторов Республики Коми. А в следующей четверти изучение музыки русского народа проходит в сравнении с музыкой коми-народа. В данном случае четверть выступает в качестве модуля, в котором реализуется этнокультурный компонент. Следующая модель – это интегративная модель. Она реализуется в виде интегративных курсов, в которых этнокультурные аспекты изучаются в единстве и взаимосвязи. Я думаю, сегодня мы еще познакомимся с примерами реализации вариантов интегративной модели. Кроме того, в концепции предложена развивающая модель. Она представляет собой модель организации внеурочной деятельности учащихся на этнокультурной основе. В настоящее время сложившаяся практика свидетельствует о том, что реализация целей и задач внеурочной деятельности осуществляется средствами программ развития универсальных учебных действий и воспитательных программ. При реализации учебных курсов этнокультурной направленности в начальной школе должны применяться следующие активные формы учебной и внеурочной деятельности: экскурсии, музыкально-образовательные путешествия, встречи со знаменитыми людьми Республики Коми, викторины, тематические музыкальные праздники, участие в школьных, районных, республиканских конкурсах, олимпиадах и турнирах. В основной школе по сравнению с начальной школой усиливаются информационные, адаптивные и профориентационные аспекты содержания образования. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту общего образования, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких формах, как художественные, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. В концепции этнокультурного образования также определены эффективные механизмы развития указанных моделей. Это отбор дидактического материала этнокультурного содержания Республики Коми, включение в КИМы заданий на основе этнокультурных материалов, подготовка методического сопровождения этнокультурной составляющей в области музыкального образования. В заключение необходимо отметить следующее. Роль этнокультурного компонента в реализации федерального государственного стандарта начального общего образования и основного общего образования определяется как наиважнейшая, так как связана с реализацией требований к личностным и предметным результатам. Важно понимать, что содержательное наполнение части каждой из реализуемых основных образовательных программ общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, должно отражать образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе по изучению этнокультурных особенностей.